Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как две сотрудницы агентства недвижимости обманули казанцев на 100 миллионов рублей. Похитил принадлежащие Латышу денежные средства в размере 11,5 миллионов рублей при следующих обстоятельствах. Сегодня им зачитали обвинения. Был ли пьян? Сделали заявку, говорите, что я пьяный, правильно? Я так понимаю. Мы сделали заявку, мы не уверены в этом, но, соответственно, да, по вашему поведению можно так сказать. Мужчина, врезавшийся в «Лексус», усомнился в трезвости его водителя. А также ночная жизнь Автограда глазами сотрудников охранного предприятия. Психанул ей нахуй. Ты что творишь? Это и не только. Прямо сейчас. Двух экс-сотрудниц риэлторского агентства обвиняют в мошенничестве с квартирами на 100 миллионов рублей. В Новосавиновском районном суде Казани сегодня им зачитали обвинения. На скамье подсудимых 37-летняя Лилия Мельникова и 36-летняя Мария Шергина. Совокупный ущерб от их противозаконной деятельности оценивается в 100 миллионов рублей. Ленар Гинатуллин с подробностями. Продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению Мельниковой Юрия Васильевны и Шергиной Марии Вячеславовны. На скамье подсудимых сегодня экс-сотрудницы агентства недвижимости обвиняются в мошенничестве с ущербом в 100 миллионов рублей. В деле десятки пострадавших. В присутствии видеокамер женщины старательно прячут лица. Ходатайствую об удалении прессы из зала судебного заседания. Тем более, что процесс только начинается. Это из морально-этических соображений. Но суд отказал в ходатайстве защиты, и гособвинение приступило к оглашению обвинительного заключения. Похитил принадлежащие Латышу денежные средства в размере 11,5 миллионов рублей при следующих обстоятельствах. По версии следствия, Лилия Мельникова и Мария Шергина незаконно оформляли займы гражданам под залог недвижимости и присваивали крупные суммы, которые они брали якобы под обеспечение сделки с жильем. Кроме того, им вменяется подделка договоров займа, которые были выкуплены банком «Союз». Среди потерпевших 3 физических и 2 юридических лица. Есть и те, кто в список пострадавших от их действий не попал. В общей сложности в районе 19 у нас вышло. 19 миллионов. Это, по крайней мере, вот только то, что я знаю. Молодой человек уверяет, что его семья также стала жертвой одной из мошенниц. Рассказывает, что Лилия Мельникова сначала втерлась в доверие и попросила крупную сумму на лечение якобы своих смертельно больных детей. А потом предложила купить недвижимость для бизнеса, взяла задаток, написала расписку и пропала с деньгами. Говорит следствие, эти расписки юридически значимыми не признала, за доказательства не приняла и пострадавшими их не признали. Слов и сил больше нет. Везде просто дают отказы. Сегодня в Новосавиновском суде зачитали только обвинительное заключение, состоящее из нескольких томов. У Лилии Мельниковой уже 4 погашенные судимости, и в отношении нее слушается еще одно дело о мошенничестве уже в Вахитовском суде Казани. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, «Вызов-112». Сегодня в Вахитовском районном суде огласили приговор в отношении 26-летнего Павла Булыгина. Жители Нижнего Новгорода признали виновным в вандализме. В марте этого года молодой человек, будучи нетрезвым, нарисовал граффити на стенах исторических зданий в центре Казани. Тем самым обезобразил внешний вид предметов культурного наследия и причинил материальный ущерб на общую сумму более 18 тысяч рублей, которую он уже вернул собственникам. При определении вида и меры наказания судом учтены обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также то, что материальный ущерб по делу полностью возмещен. Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Если он будет работать по 8 часов в день, то исполнит решение суда через 37 дней. Это если работать без выходных. Где он будет трудиться и какие работы выполнять, пока неизвестно. Рустаму Шайхутдинову, сбежавшему из дагестанского следственного изолятора через окно для подачи еды, огласили приговор. Человек-змей, как он сам себя называет, признан виновным в 9 квартирных краж в Махачкале, Каспийске, Ставрополе и Казани. Проникал мужчина в жилище через форточное отверстие окон. В марте 2016 года за серию краж был задержан правоохранительными органами Дагестана, но сбежал из следственного изолятора через окно для подачи пищи. Обнаружить мужчину удалось лишь спустя 2 года после квартирной кражи в Казани. Сегодня суд приговорил Рустама Шайхутдинова к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Авария с нетрезвым водителем. Такое сообщение поступило в ГИБДД. Сотрудников автоинспекции вызвал водитель «Лады», который на проспекте Ибрагимова сзади протаранил «Лексус». Оба участника аварии рассказали Алие Хайруддиновой, как и в чем видят происшествие. Не уехали просто, все.
Вот так кратко и лаконично описал произошедшее водитель «Лексуса». По его словам, он спокойно ехал по проспекту Ибрагимова, не нарушая правил дорожного движения. И тут его сзади протаранила «Лада». Пассажирка отечественного автомобиля была совершенно другого мнения о произошедшем. Просто вот когда мы ехали по прямой, соответственно, он, получается, выезжал оттуда. Ладно, когда он нас начал подрезать, мы еще притормозили нормально, но перед ним еще машина ехала, и она еще пролезла туда. Он порезко по тормозам дал, и, соответственно, здесь уже хоть сколько у нас даже тормозного путя нет. Но девушку больше смутило даже не то, что водитель иномарки столь грубо, как она считает, нарушил правила, а то, что сел за руль он, как ей показалось, в нетрезвом виде. Сделали заявку, говорите, что я пьяный, правильно? Я так понимаю. Мы сделали заявку, мы не уверены в этом, но, соответственно, да, по вашему поведению можно так сказать. Водители остались на месте дожидаться автоинспекторов для выяснения состояния обоих и определения виновного в этой аварии. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Наезд трехдневной давности разбирали накануне автоинспекторы. В полицию позвонила женщина-водитель автомобиля «Мерседес» и рассказала, что на улице Чистопольская на пешеходном переходе наехала на переходящую дорогу девушку. Тогда пострадавшая упала и ударилась локтем об асфальт. Но участники аварии не стали вызывать автоинспекторов, а договорились между собой на месте. Девушка-пешеход получила деньги, написала расписку, что претензий не имеет. А через какое-то время стала просить денег все больше и больше. Водителю это надоело, и она решила все оформить по закону, решив, что вытягивание денег просто не закончится. И пока на месте стражи порядка оформляли это происшествие, 32-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Калина» совсем рядом на перекрестке улиц Абсалямова и Чистопольская сбила 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть не по зебре, хоть и рядом. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей грудной клетки, правой височной области, закрытый перелом лучевой кости. Ее госпитализировали. Оскорбление продавцов и посетителей магазинов, разбитые рекламные щиты и нападения на кассира. Приключения нетрезвых жителей Автограда глазами сотрудников группы быстрого реагирования. Нафиса Минязова продолжит. Психанул ей, говорю, ты что творишь, говорю, на, вот так, да, вот это я был, да, вот так, я свои косяки не скрываю, ничего, я за свою и отвечу. Что хотел рассказать молодой человек, понять довольно сложно. Мыслил он, видимо, непечатными выражениями. Ими же и разговаривал. Его задержали после дебоша в одном из супермаркетов Автограда. Как рассказали продавцы, он зашел в магазин и сразу начал вести себя агрессивно и распускать руки. Досталось персоналу. Мужчина несколько раз толкнул одну из сотрудниц и сломал рекламный щит. Прибывшие на место сотрудники охранного предприятия задержали дебошира и передали его в руки полицейских. Тогда он попытался объяснить причину проявления агрессии. Ну да, я бухнул. Работаю. Я вообще, вахтовым методом езжу. У меня, пока перевахтовка, я тут на шабашку заморочился. У меня, в воскресенье, А рекламный щит за что сломал? Да я вообще, это не помню. Это она, может я ее толкнул, может, знаю. Тот же день, но другой район Набережных Челнов. Продавщица рассказала, что в магазин ворвался неизвестный ей человек и стал ее избивать. При этом постоянно что-то кричал. Женщина успела нажать на тревожную кнопку. Нападавшего скрутили бойцы группы быстрого реагирования. Мужчина пытался нападать и на них. Он был настолько пьян, что с трудом стоял на ногах, но отрицал свою причастность к дебошу. Мужчина пришел в магазин алкогольной продукции. И попытался найти правду. Нагрубил продавщице, распустил руки, ударил ее. Сотрудникам охранного предприятия пришлось успокаивать посетителей еще одного продуктового магазина Автограда. Руки не распускал, но разговаривал неприлично, переходя на личные оскорбления. Терпеть подобное женщина была не намерена, а вот с прибывшими охранниками мужчина не прочь был помериться силами, но они оказались неравны. Зря ты просто шутишь. Я что плохого не сделал, что плохого. Абсолютно. Потому что она вызвала, да, поругались. На место был вызван наряд полиции. Вскоре прибыв, правоохранители забрали нарушителя и доставили в ближайшее отделение. Нафиса Минязова, Ленар Гинатуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.